Горячему питанию в общеобразовательных учреждениях Ингушетии быть. В первой школе Назрани созданы все условия, чтобы обеспечить детей начальных классов минимумом, который положен на день. Это горячее блюдо и напиток. Многие учащиеся начальных классов уже успели позавтракать, кроме этих непосед, которые пришли в столовую с опозданием. Они учатся в первой смене. До обеденного перерыва занятия заканчиваются, потому застать вкусный обед не получается. Но тем не менее, по их словам, после плотного завтрака бывают очень сыты. Нравится. Я ем хлеб с маслом и какао пью. И сыр кушаю. Кашу не кушаю. Не любишь ты, да? Нет. Я ем масло, хлеб и сыр. И какао пью. А вот раньше ты, когда в первый класс ходила, завтракала здесь или нет? Только сейчас научилась завтракать? Нет, не завтракала. Горячее питание здесь получает больше 400 детей. Правда, столовая рассчитана на 60 человек. Поэтому приходится сажать их на обед в 3 этапа. В меню не допускается включать одни и те же блюда в течение одного дня или же 2 последующих. За обновлением меню следит повар. Сегодня у нас на обеде компот из сухофруктов, картофельное пюре, салат из свежих овощей. Рыба, припущенная с овощами, у нас будет сегодня обед. Поставщик привозит товар каждый понедельник. Рассчитана еда до конца учебной недели. То, что привезти не успели или же забыли, довозят позже. Все продукты распределены строго по складам. За их срок при получении отвечает 1 человек. У нас продукты отсортировываются, значит, есть несколько цехов, мясорыбный цех, цех для сухих продуктов. Необходимый температурный режим для каждого цеха сохраняется. Если в первой школе созданы все условия для приготовления горячих обедов, то школа номер 2 в Назрани этим похвастаться не может. Здесь работают всего 2 комфорки. Рыбу разделывают тут же. По словам повара, поставщик слишком поздно привез продукты, поэтому пришлось ее размораживать прямо перед печкой. Здесь также нет и склада для хранения овощей и сыпучих продуктов, не говоря уже об остальном. У нас удобств вообще нету. Мы жаловались, что нету печки работает, что только 2 комфорки работают. Я прихожу в 5 утра, чтобы быстрее скипели в кастрюле, чтобы детям досталось все нормально, чтобы вовремя поели дети. А так очень трудно, очень такая тяжкая работа. Еще нам, работникам, не дали, я как индивидуальный предприниматель. Несмотря на все сложности, горячий обед поступает на столы более 400 школьников вовремя. Само помещение столовой рассчитано всего на 100 мест. Здесь также приходится сажать детей в несколько этапов. Правда, по словам учеников, едой они вполне довольны. Я кушаю рыбу с салатом, с компотом. И? Мне очень сильно понравилось. Ты каждый день так ешь? Да. Наши столовые готовят. Сперва макароны были, потом были чай с компотом. А еще у нас была каша первая на завтрак. Потом у нас потом сейчас была рыба и пюре. А еще... Тебе нравится? Да, нравится. Как отмечают учителя, из-за отсутствия необходимых рабочих на кухне они установили дежурство и помогают всем, чем могут. Правда, не знают, надолго ли хватит их альтруизма. Учителям приходится помогать, потому что штатное расписание еще не утверждено именно по столовой. Столовая, естественно, нуждается в реконструкции, потому что само здание старое. В нашей школе скоро, совсем через пару лет, будет 100 лет. Даже сама школа нуждается в реконструкции тоже. А так, исходя из своих условий, выкручиваемся как-то, чтобы детей не подвести. Меню составлено Министерством образования республики. Далее его утверждают в Роспотребнадзоре на 2 недели вперед. Следует отметить продукты, которых в рационе быть не должно. Этот перечень не маленький, но основные продукты – это жареные продукты, молочная продукция домашнего производства, сырокопченая продукция, газированные напитки, кремовые кондитерские изделия и некоторые субпродукты. То есть перечень на самом деле большой. Я сейчас назвала основные продукты, которые запрещены в использовании школьного питания, детского питания.
Как отмечают в Минобре, регион получил субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского бюджета на софинансирование в размере 2,5 миллионов рублей. Эти ассигнования предусмотрены на организацию питания обучающихся в 45 школах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также властями республики изысканы 107 миллионов рублей. Средства, сэкономленные по статье «Питание», будут направлены на организацию горячего питания для порядка 20 тысяч учеников начальных классов, пока не попадающих под федеральную поддержку ввиду несоответствия требованиям Санпина. Все они будут прикреплены к близлежащим социальным организациям, где есть пищеблоки, и оттуда организована доставка еды. В настоящее время у нас организовано горячее питание. Конечно, есть и проблемные вопросы в организации горячего питания. Это, как вы знаете, 29 школ у нас, которые не имеют пищеблока, и 47, которые требуют у нас и увеличения посадочных мест, и дооснащения технологическим холодильным оборудованием, и также увеличение помещений в пищеблоке. Но даже имея такие проблемы, питание в школах осуществляется, 100% охват есть. В Министерстве образования призывают родителей запастись терпением. Вопросы с обедом в некоторых школах региона решаются. По их словам, без горячего питания не останется ни один школьник. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.